Здравствуйте, в эфире программа «Большая игра», с вами я, ее ведущая Нина Демогла. Сегодня у нас в гостях поэтесса, член Союза композиторов и музыковедов Молдовы Елена Узун. Елена, здравствуйте, добро пожаловать на ГРТ. Очень рада вас видеть, здравствуйте. Взаимно, Елен, и вдвойне приятно. Я знаю, что у вас есть гагаузские корни, и именно поэтому хотелось бы начать с вашего отца. Я знаю, что он родом из Гагаузии, из села Кангас. Хотелось бы в начале программы, чтобы вы рассказали о своем отце Степане Дмитриевиче Узун. Говорят, что он был самородком и даже без знания нот попал в краснознаменный, значит, ансамбль в Симферополе. Это так? Да, папа оказался таким неординарным, смелым человеком. Он родился в селе Кангас в 1928 году в семье простого асфальтового укладчика Дмитрия Узуна. И там он даже школу среднюю не закончил, начался голод, и семье пришлось уехать в Керчь. Гагаузы многие уезжали туда, в Абхазию, на юг, потому что просто был голод, нечего было кушать в те годы. Это было послевоенное время, и где-то в возрасте 16-17 лет, по-моему, поехал, он устроился на заводе судостроительном токарем. Но у папы, по счастью, оказалось не очень хорошее зрение, и он не подошел для этой работы. И он сам почему-то, он, видимо, любил музыку, решился попытать силы в ансамбле, краснознаменном ансамбле песни и пляски в Симферополе, как певец. Он просто, наверное, пришел, что-то спел, и у него оказался чудесный тенор. И он не знал нот, но слух прекрасный, у меня он тоже прекрасный. Вот, его взяли сразу. И он устроился работать. Дело в том, что в послевоенные времена и в нашей филармонии, и даже в оперном театре людей брали не обязательно с музыкальным образованием. Мало было специалистов. Вот, и папа был взят, брали просто самородков. И потихонечку их подучали, они учили ноты, потому что главное, что данные, в музыке это так и есть. В музыке надо иметь данные и работоспособность, все остальное подучивается, особенно у певцов. Потому что голос после 18 лет только устанавливается. Ну, в общем, начал он свою карьеру в Симферополе, смелый человек. Потом приехал в Кишинев, устроился в капеллу Дойна. Вот, и там как раз она только открылась. Вот мой папа, не знаю, видно его, не видно. Мне кажется, какой интересный мужчина. Да, он был у меня симпатяга, потому что надо было быть на сцене. Он был вот, да, я похожа на него вот так в профиле, по крайней мере, так мама говорит. Папа, к сожалению, умер, мама у меня жива, потому что сейчас бы ему непомерно почти под 100 лет было бы. Вот, 98, конечно, он не дожил. Но он именно это чистый самородок, он сам пошел в филармонию, потом он где-то лет 17 работал в филармонии, пел в хоре, потом пошел в оперный театр, сам тоже устроился, видимо, данные были, но я ж с ним не ходила. Вот, и потом я, когда работала в оперном театре, я брала интервью у многих солистов, я работала в пиар-службе, они говорят: Лена, почему ты пишешь только о нас, а не пишешь о своем отце? Он же здесь долгие годы пел в хоре. И несколько солистов зашли к мне, дали интервью, и я сделала о нем рассказ. Вот у меня есть книга «Молдова. Опера. Балет». И здесь один из первых рассказов, он о моем отце. И это настояли народные артисты Владимир Драгош, Владимир Закляковский, Борис Материнко. Они мне дали здесь интервью, и по их настоянию я сделала первый, тут об опере и о балете отдельно, и следующий рассказ мой отец, артист оперы. Узун Степан Дмитриевич. И надо вам сказать еще, Ниночка, что не только папа не имел там музыкального образования. Владимир Закляковский, правда, был обычный человек, пел в военном ансамбле, в самодеятельности. Потом он приехал в театр, и тоже его взяли. Владимир Драгош работал на заводе, это народный артист, они все народные артисты. И он с завода пошел в самодеятельность, его взяли в театр. То же самое Борис Материнко был портным, и он потом стал солистом театра. Они, правда, солисты, папа был артистом хора. Но самое забавное, что когда они были моложе, они приходили в театр, их учить поведению на сцене и пении начинали артисты хора. И их учителем был мой папа. Представьте себе. Елена Ивановна, вот на ваш взгляд, сегодня музыкальный исполнитель должен иметь профессиональное образование или ему просто достаточно уметь чувствовать музыку? На сегодняшний день, я думаю, что надо уже уметь, потому что это были послевоенные годы, была ситуация, кадров не хватало.
А сейчас, ну как вам сказать, допустим, Лючано Паваротти, это был футболист, а стал мировой теноровой звездой. Это все зависело от него. Потому что итальянцы, они все футболисты или оперные певцы. Это у них послевоенное тоже было тотальное такое увлечение. Но они очень богаты голосами. Но это зависит от человека. Вот мой папа был целеустремленным человеком. Он хотел петь, хотел. И покупал пластинки, книги, интересовался. Меня грузил этими пластинками, книгами. Я была скрипачкой вначале. Он покупал мне пластинки, скрипки. Всех теноров я слушала мировых. Но ему интересно было. Он не мог. Призвание. Он оказался болен микробом оперного театра. И меня им заразил. Я тоже все это полюбила. А вы не помните, как Степан Дмитриевич относился к гагаузской музыке и фольклору, национальным танцам? Насчет национальных танцев не знаю, но он ходил в какие-то гагаузские сообщества, какие-то песни там пел, потому что гагаузский язык он знал отлично. Вот я, к сожалению, не знаю, он знал. Он знал. Просто он не мог оставаться по финансовым причинам в Гагаузии, не мог, там оперного театра просто нет. Вот. Но именно он отдал меня в музыкальную школу, потому что ему образования не хватило. Он мне отдал музыкальную десятилетку, я моментально прошла. Способности у него были моментальные. Вот насчет народных песен он мне их не пел. Но, видимо, в каких-то сообществах, мне кажется, пел. А насчет танцев я их люблю. Я вот всегда хожу, когда есть, знаете, в сентябре это показывают себя на меньшинство национальное. Я обожаю вот, гагаузские танцы. Это очень похоже на кавказские. Это так шикарно, горячо и замечательно, и ни на что не похоже. Хотя фольклор гагаузов, молдаван и болгар в Молдове имеет общие корни, много общих жанров танцевальных, хора там. Это все похоже. И все равно гагаузы отличаются такой острой зажигательностью, что я просто визжу от восторга. Честно говоря, я это люблю. А вы все-таки критик. И как, на ваш взгляд, в автономии развивается это искусство? Ну, я знаю, что при Ирине Влах развивалось очень хорошо. Она меня персонально приглашала на концерт. Это было, по-моему, 25 лет в Гагаузе. Это было что-то невероятное. Там танцы были такие великолепные. И я знаю, что Турция подарила им костюмы просто очень шикарные. Но главное, что гагаузы сохранили оригинальность. Они с такой тобой танцуют, какие-то архаичные мотивы. Понимаете, быть похожим на турецкие танцы – это несложно. А быть гагаузами в танцах и вот свой родной фольклор сохранять – вот это очень хорошо гагаузы вот за последние годы сделали. Да, там много хороших ансамблей, певцов. Вот есть Марина Радиш, у нас оперная певица, мы с ней очень хорошо ладим. Ну, много. Курогла, по-моему, был, Стефан Курогла, певец, тенор. Мы тоже дружили. Вот. Есть известные ребята, они прославились. Я, к сожалению, не езжу, не отслеживаю, потому что я не фольклорист. Но я очень рада Гагаузе как раз в плане культуры. Она очень хорошо пошла. Я смотрела концерт с восторгом, снимала фотографии, видео. Нет, это очень здорово. А они танцуют не хуже Жока. Не хуже ансамбля Жок. Они очень хорошо поднялись в последние годы. Так что уровень там прекрасный. Вы вот также являетесь музыкальным критиком. Это достаточно редкая профессия, особенно в Молдове, вы чуть ли не единственная. Вот кто-то может сказать, что любой слушатель музыки или условный потребитель контента, вот в какой-то степени все-таки мы сегодня являемся критиком. Вы можете рассказать подробнее об этой профессии и чем профессиональный критик отличается, например, от обычного? Ну, это дело вкуса, конечно. Вы совершенно имеете право любить и не любить те или иные вещи в искусстве. Навязать сегодня ничего никому нельзя. Критиком вы тоже можете являться, особенно если вы купили билеты, пошли на концерт, извините, вы хотите знать, за что вы их потратили, эти деньги. Но вот я начала читать сейчас вот лекции, что, видимо, и вас заинтересовало. Почему? Потому что войти в мир классической музыки без предварительной подготовки не так просто. Она не так легко открывается людям. Вот есть люди, которые легко ходят на концерты, а есть люди, которых надо немножко подтолкнуть, заинтересовать. Вот критик – это такая, знаете, зануда, которая очень много знает и свои знания хочет всем передать. И критик это и должен делать, но не только это. Критик – это, знаете, как оценщик художественных картин, их ценностей. Он оценивает ценность тех или иных произведений и старается показать публике, и в Фейсбуке это активно делаю, на что стоит обратить внимание, стоит идти со мной. И любой человек, который хочет у меня получить консультацию во время концерта, я всегда всем все говорю. Вот критик просто больше знает, он музыке учится лет 16 минимум, поэтому знания, конечно, багаж очень высокий, и его надо передавать, потому что просто слушать
вы не оцените правильно. А и слушать, и знать гораздо важнее. Вы знаете, вы сейчас сказали, как художественный критик, вот особенно во времена Пикассо были очень модные вот эти художественные критики, и я даже знаю о том, что Пикассо очень много критиковали, и даже критики соревновались, кто лучше и качественнее напишет критику на его картины. Но многие пишут по тем временам, вот я как-то читала книгу о том, что критики были и продажные, и заказные, вот, и для того, чтобы устранить, они работали и для того, чтобы устранить конкурентов определенным художникам. Вот на сегодняшний день понятно, что в Молдове этого нет и так ярко не наблюдается, но вы следите за мировыми тенденциями. Вот музыкальные критики. Сегодня есть критики, которые продают свои отзывы? Насколько коррумпирована, на ваш взгляд, эта система в мировой среде, я имею в виду? Вот как раз, по счастью, я думаю, что нет. Я стала активно следить сейчас за рецензиями, оперными рецензиями в мире, и надо вам сказать, что 50/50 эти рецензии, вот идет рецензия, она хвалит, а 50 ругает. И так делают все. Похвальных полностью рецензий не бывает. Это мы здесь хотим себе, знаете, как в провинции все хвалить. Нет, нет, обязательно входит элемент критики. Это ты даже пригласить не даешь критика, он тебя все равно критикует. Это нормально. В музыке это нормальная вещь. Хотя, конечно, есть конкуренция, и кто-то кого-то сбивает, кто-то с кем-то борется. Это не продажность. Это лагеря, кто-то кого-то не любит, это человеческие отношения. Но как раз, по счастью, мне очень понравилось то, что в мире, вот, допустим, пришла опера Евгения Онегина в Париже, прошла, билеты скупили моментально, но критики, когда пошли на нее, они ее так раскритиковали, хотя там и прекрасный режиссер, но он не оперный режиссер, он актер. И это англичанин, который играл роль Евгения Онегина, но когда он принес кинообразы, видимо, в оперный мир, произошла несостыковка многих элементов. Им понадобилось где-то 4 премьерных показа. Там ходил один критик, каждый раз их долбал, пока ему понравилось, что произошло. Вот что такое критики. Они стали его слушать. И приехал из России критик, и он ходил этого режиссера, мучил, пока и критически выпускал видео, пока тут никакой купленности нет. Там действительно не происходила состыковка просто, которую, видимо, некому было со стороны сделать. Вот критик – это что-то вроде консультанта. Он совершенно честно просто желает труппе добра. Дело в том, что, вот, допустим, извините, вот критик в оперном театре, я знаю это, там участвует очень много людей. И они себя со стороны не слышат. Они думают, что не исполняют одно, им надо записывать видео, им надо, чтобы материал осел. Вот критик хорош. Например, в театре меня иногда просили слушать, темпы указывать, быстрее, медленнее играть. Лена, что ты думаешь? И Лена, если нравилось, разражалась потоком щедрых комплиментов. Если не нравилось, Лена тихо выходила, уходила. Они понимали, Лене это не понравилось. И некоторые просили меня критиковать. Тут дело не в критике. Со стороны люди себя могут не слышать и не видеть. Допустим, если это ставит в Париже англичанин, он, конечно, как русский не поставит, он поставит как англичанин. И там некоторые моменты выпячивания какого-то мигрантско-русского начала, слишком выговаривали слишком букву «Р». Ну, там много-много моментов, я послушала, тоже смеялась. А в целом идея очень хорошая. Но ее надо было утрамбовать. Все, поэтому критик он нужен. На ваш взгляд, сегодня главная миссия музыкального критика заключается в том, чтобы улучшить? Да, именно. Улучшить ситуацию, усовершенствовать ее, адаптировать к ситуации именно оперного театра. Хотя оперные театры сейчас рискуют и показывают, они очень смело идут сценарий. Опера, вот как она смогла выжить в наше время? Ведь опера в основном идет популярна 19 столетия. Представляете, сколько времени прошло, ее надо было удержать. Она стала как бы консервативной. Чтобы она не стала консервативной, и сейчас возникло такое понятие режиссерская опера, массово режиссеры драматических театров стали ставить оперы. И очень смело ее обновили. Она стала и триллером, и детективом, и вестерном, и сериалом, чем вы хотите. В опере можно увидеть что угодно. Опере пришлось питать очень многие тенденции современных шоу, чтобы люди ходили на оперу тоже.
потому что люди воспринимают интернет, там все гораздо ярче, подвижнее, быстрее меняется кадр, понимаете? Если вы не будете соответствовать и киноискусству, и всему этому мельканию даже ленты в Фейсбуке или где-то, вы не победите интернет. А опера должна побеждать. Она должна быть гораздо ярче, эффектнее, подвижнее, но не консервативной уже, да, это нельзя. Ну хорошо, консервативно это нельзя. Вот вы сейчас рассказываете, я вспоминаю, я вообще любительница театров, особенно драматических театров. Мгм. И я не буду называть ни театры, и не обязательно я сейчас то, что я скажу, это речь идет не обязательно о Молдове, но очень часто коверкают произведения классиков изменяют их для того, чтобы сделать шоу. И когда, например, я в беседе, даже вот у меня есть несколько подруг, которые театралки, одни со мной согласны о том, что это драматические театры, нельзя менять, а другие мне объясняют, что вот в эпоху, когда нужен зритель, когда нужно коммерчески как-то выгодно, так скажем, этот спектакль оправдать, нужно вносить вот такие коррективы. А какого мнения придерживаетесь вы? Ну, коммерческая сторона, конечно, очень важна. Надо уметь привлекать зрителей, но сама по себе она тоже не сработает. Это все куда сложнее. Вот я написала книгу, у меня первая книга была, вот «Раду Поклитару. Свободно танец». Раду Поклитару – это наш хореограф. Он как бы родился здесь в балетной семье, у него родители танцевали в театре, а он сейчас в Киеве работает, ну, потому что там он нашел спонсора, создал свою балетную труппу. Это уникальное явление, очень хороший хореограф. Это хореограф эпохи постмодернизма. И вот именно Раду отличается тем, что он ставит на известные произведения, собственно, сохраняя линию сюжета. Но он, допустим, если ставит Ромео и Джульетту, он может вставлять туда и старинную музыку, и он поставил по увертюру Ромео и Джульетта. Сегодня, да, хореографы, и сценографы, и режиссеры, они очень много комбинируют. Это их дело. Это не, я бы не назвала это коверканием. Постмодернизм означает использование всего, что было ранее, такое эклектичное, но это надо делать с точной целью. Зачем ты это делаешь? Почему ты так современно трактуешь уже ранее созданный сюжет? Понимаете? Ну вот, допустим, балет «Щелкунчик». Вы бы не представляете, что с ним только не делают. Тем не менее, музыка в основном сохраняется та же, и по Клитару тоже. Он поставил балет «Жизель», все сохранено. На сцене другое. На сцене другое исполнение, другая трактовка. Происходит такая, знаете, трансформация из того столетия в наше время, чтобы люди узнавали себя. Иногда это очень удачно, иногда нет. Да, это Например, зависит от, извините, от головы режиссера. Если он смог продернуть идею, и она видна, допустим, по Клитару, знаете, чем отличается? Он ставит тоже методики разные, но в кульминационных моментах у него работает классический момент. Когда идет истинное чувство, когда надо доказать, работает очень высокий план, и он становится классиком из постмодернизма. Важные моменты он все-таки акцентирует традиционным способом. Понимаете, надо уметь комбинировать современное с традиционным и знать, где что педалировать. Понимаете, тогда получается, да. ну вот, Елена Степановна, я вам приведу вот конкретный пример. Я сейчас вспомнила, да, последний спор. Ну вот, к примеру, прихожу я на спектакль «Горе от ума». И там я вижу сцену, которая не двухзначна никак, но намекает на интимные моменты, чего никогда не было в произведениях Грибоедова. А где вы это смотрели? Я не скажу где, я не буду сейчас кого-то, ну, я просто привожу реальный конкретный пример. И мне объясняют, я говорю, что я знаю все произведения Грибоедова, там нет никогда намеков на какие-то интимные сцены и так далее, они не отображаются так ярко, как пытается режиссер поставить на сцене. И мне объясняют, что просто вот такое шоу, его легче продавать, поэтому там вот Ну, есть это, вкрапление таких моментов. Вот нет, допустимо это, это или если это нет? шоу и легче продавать, это плохо, конечно. А если вы даже посмотрев, вот у Раду Погатару тоже есть много эротических, странных моментов. Но вы знаете, когда потом думаешь о спектакле, это все забывается. Остаются только важные, серьезные, сильные стороны. Понимаете, вот определенные моменты, если они вас сильно задевают, значит, это неправильно распределенные акценты. Потому что нормальный режиссер знает, как создать всю концепцию, что эти моменты, ну, немножко перевертышей смысловых, они не так важны. Они не так важны, они не так цепляют.
Ну, вот, допустим, в опере у меня вот спрашивали, допустим, подруга съездила в Италию, смотрела оперу «Фальстаф», очень сложную оперу Верди. Он говорит, ну, там вышел мужчина в женском одеянии. Говорю, и что? Говорю, в целом понравился. Пели хорошо? Говорю, так не обращай внимания, что он там вышел. Они сейчас везде выходят. И что? Главное же, как они пели. Понимаете, не всему этому надо придавать значение. Если в целом вам нравится, но вас задело это, значит, у вас или мало опыта в современном искусстве, или это плохо поставлено. Потому что это не должно задевать. Это привлекает, знаете, как красный цвет красных кресел, и все, ну, как красная тряпка для быка. Но это не принципиально. В современном искусстве этого очень много, да. Да. Елена Степановна, можете привести пример конкретный, когда, например, ваша оценка или ваше мнение реально повлияло на ход культурного события? Ну, у меня часто просят комментарии событий, оценку. Ну, не знаю. Ну, вот сейчас у нас прошла опера «Иоланта», я ее раскритиковала, и кто-то начал защищать, но со мной сильно спорить не смог даже директор театра. Потому что я увидела, что идеи этой оперы хорошие, пели шикарно, но эти идеи сырые, не доведены до конца, и никто спорить со мной не мог. Я не знаю, влияет ли это. Я просто надо доводить свои идеи до конца, делать их получше. И тогда убедит и самая смелая трактовка. А если идея так набросана, знаете, как студенческий эскиз, ну это видно было всем профессионалам. Надо, чтобы режиссерский уровень все-таки соответствовал уровню певцов. Потому что если певцы поют очень хорошо, а на сцене недоделанная декорация, так проигрывает режиссер и художник, а певцы не могут проиграть. И мы так и послушали, считая, что оперу без изображения. Хотя певцам понравилось, современно, интересно. Они сейчас, наши певцы, ездят по западным театрам, очень много рискованных спектаклей играют, и их ничего уже не шокирует. Понимаете? Их интересуют их ансамбли, и они все вам сыграют. Они уже все проэкспериментировали. Но дело в том, что любую концепцию надо доводить до ума. И тогда даже самый смелый перевертыш будет вам интересен. Вот есть такой режиссер Черняков. Он может сделать очень минималистические, даже сексуальные моменты. Но потом у него появляется очень глубокомысленная сцена. Какая-то очень внутренняя, осознанная, и ты потрясаешься. Потому что, понимаете, вот вы как-то меня спрашивали, как драматическое искусство, нужно ли оно в такое сложное время. Нужно, но с ним надо уметь работать. Надо уметь вот эту реальность отразить не буквально, как она есть, а ее как-то перевоплотить, чтобы вы, извините, потом увидели свет в окошке. Вот он вас должен пропустить, режиссер, через эти все, а потом найти очень что-то сокровенное выразить. Если у него получается, это совсем не важно, какими сценами это сделано. Это воздействие. Вот как удается, вы знаете, это таки действительно загадка, как получается. Но если это умный режиссер, у него получится. И вы не запомните, кто там в каких шортах бегал. Вы запомните, что в итоге победила высокая любовь. Или очень жалко кого-то, кто погиб. Вы запомните педаль. Вот что режиссер спедалировал, то вы запомните. Это от него зависит. Вы сами сказали, что человеческий фактор очень много играет. И все равно, как ни крути, работа критика очень сложная. И как складываются ваши взаимоотношения с коллегами, постановщиками, музыкантами, исполнителями? Не относятся ли они к вам, как вот все пчелы, например, прилетают с медом, а вы вот с ложечкой дегтя обязательно найдете ее и им забросите? Не, я не забрасываю ложку дегтя. Я такая, знаете, наивная тетя, что я за всех радуюсь. Мне это не надо, я хороший специалист. Но есть моменты, где я, может, не напишу, а тихонько подаю и скажу, тебе вот тут надо поправить. Умный человек поймет, извините, не умный обидится. Это его дело, потому что я-то ему желаю добра. Я демонстративно людей никогда не сокрушаю. Здесь трудно в искусстве, мало денег. Я это делаю немножко более косвенными вещами. Если уж я раскритиковала, это меня довести надо, чтобы мне очень сильно не понравилось. Нет, ну какой-то. И я очень не люблю другое. У меня нет особых конфликтов, когда человек приходит, ты послушаешь, тебе человек понравится, приходи, говорю, почему ты решил, что мне понравится? Я вообще на это идти не хочу. И все, меня не заставишь. Меня не заставишь делать, что мне не нравится. Это совершенно исключено. И хвалить то, что мне не нравится, я не буду. Я похвалю только то, что в этой постановке мне понравилось. Но вы знаете, сложность есть. Когда люди подходят, ну как тебе, хороший человек. А мне не понравилось. Вот что делать? А? Ну вот была такая, ты вот не назову ни режиссера, ни пьесу, я сказала, как ты поставил, мне понравилось. А пьесы нет, и уставить не стоило, ты проиграл. Все.
А что ему обижаться, если он взялся, ему предложили материал, он взялся, но в итоге поставлено лучше, чем написана пьеса. Ну вот что делать? Это его ошибка. Но я ничего в внешнем мире не говорю. Я стараюсь все-таки лично человеку преподнести то, что я думаю. Ну, критик, да, это опасная зона, конечно, и для человека, и для окружающих. Но можно найти пути, чтобы не травмировать людей, а помочь им. Всегда можно это сделать дипломатично. Побуду немного адвокатом дьявола. Вот многие люди считают, что все-таки опера это что-то старое, это что-то скучное, якобы вот исполнители просто ходят по сцене, громко поют что-то невнятное. Как вы убеждаете простого обывателя в том, что опера – это искусство на века? Как раз, да, она на века, ей 427 лет. Вот я читала лекцию об этом, феномен великой оперы. И вы знаете, Нина, была проблема, как же людям подать. Дети рассказывают, когда она началась, и как она сейчас живет, это тоска смертная, это в школу надо идти. Нет, я с чего начала? Я спросила, знают ли люди, сколько опер на свете, сколько оперных театров, в какой стране больше всего оперных театров, как вы думаете? Люди думают, в Италии. Италии. Мне кажется, в Италии. Ага. И ошибаетесь, в Германии. Вот так Да вот. вы что? Да, в Германии 80, в Италии 60. Достаточно много. Более того, я начинаю рассказывать, что вот, допустим, в Париже один театр смотрит на другой, два оперных театра сразу. То же самое происходит и в Москве. Старая, новая сцена. Почему это происходит? Люди задают вопросы. В основном происходит по техническим причинам. Оперы идут в больших зданиях, в расширенных, а балеты могут и на малых сценах. Там меньше людей. И это все интересно объяснять. Более того, я начала людям рассказывать, как вообще устроен оперный театр, сколько цехов там работает, как интересно, многое там заморочено в театре сделано, сколько людей подключаются к работе. Это люди, они ходят, они туда-сюда не ходят, а ты поди сам сделай. И когда людям начинаешь раскрывать, допустим, то, что когда строилась Венская опера, здание довольно интересно, ее потом копировали в Праге, а оказывается, один из строителей этой оперы закончил самоубийством, потому что не понравилось здание. Представьте себе, были трагические случаи. Вот. То, что опера... Да, да, да. А то, что, допустим, автор оперы Джордж Бизе «Кармен» умер после премьеры, потому что эту оперу не приняли, знают многие, но это же было. Одни из самых известных опер «Травиата», «Чио-Чио-сан», «Руслан и Людмила». Они не были приняты публикой. Допустим, автор Руслана и Людмилы Глинка был просто в огромном стрессе после этого. А почему? Потому что в России господствовала итальянская опера. И когда пошла русская музыка настоящая, они ее не воспринимали у себя в России. Людям нужно было время. А опера великолепная Руслана и Людмила. Почему не приняли, допустим, Травиату, Чио-Чио-сан? Да потому что это оперы. Травиата – это женщина свободного поведения, а Чио-Чио-сан – а гейши. Таких тем, как будто бы в опере быть не могло. Там только графы, князья, исторические персонажи. А композиторы стали внедрять вот такие сюжеты о более реалистичных ситуациях. Вот. Так что опера, она совсем не дубовая, она совсем не схематична, она абсолютно о живых людях. И просто надо уметь так ставить и петь, чтобы вы, допустим, когда звучит Чио-Чио-сан, которая потерпела вдруг крах, мы плачем всем театром, ее очень жаль. Но чтобы ее стало очень жаль, и понятно, что бедная Чио-Чио-сан вынуждена себя убить, потому что не может быть близким человеком. Ее статус гейши не позволяет. Вот. Но это надо уметь так петь, чтобы публика, конечно, сочувствовала тебе сильно, понимаете? Это трагическая ситуация. Поэтому нет, это не схематические персонажи, это живые люди. И сейчас просто, знаете что, вот еще со времен Верди, исполнению, актерской игре в опере придается огромное значение. Потому много драматических, чтобы они действительно образ доносили не мертвым, не сухим, чтобы он двигался, чтобы он вас трогал, чтобы он был даже похож на вас, был близок к современнику. Но в то же время это был обобщенный образ. Вот эти вещи должен режиссер уметь соблюдать, а певцы исполнить. Так что да, это очень, очень сложно, потому что помимо музыкальных способностей надо быть хорошими актерами, если в опере. Понимаете? И надо быть хорошим дирижером, в музыке многое говорится. Все это должно правильно и действительно с большой душой, с большим сердцем, с большим пониманием, как воспримет публика, это делать. Надо уметь просто поражать. Елена Степановна, опера – искусство исключительно для интеллектуалов? Нет, я не думаю. Но это, конечно, искусство, оно началось как аристократическое.
оно совершенно не только для интеллектуалов, но определенное, ну, как говорится, вы в рабочей робе в театр оперы не пойдете. Для того, чтобы посетить оперный театр, надо морально к этому подготовиться. И хотя бы сейчас есть Google. Почитайте сюжет оперы, на которую вы идете, или балета. Почитайте о том, кто ее ставит, почитайте афишу. Немножко подготовьтесь, потому что, знаете, если даже вы войдете, почему я так говорю, в театр и купите программку, ее прочтете в попахах между пирожным, мороженым и болтовней с подругой, вы там 2 строчки и запомните, не больше. Немножко надо готовиться. Вот почему я и стала делать такие циклы. Кстати, в нашем оперном театре есть Спетару, да, художественный руководитель, который перед спектаклем рассказывает об опере. Правда, рассказывает на румынском языке, очень хорошо рассказывает. Он дирижер, он где-то за час вводит людей туда. А я решила сделать большой панорамный такой в начале рассказ о том, об истории оперы, об оперных театрах, упомянуть нескольких исполнителей. У меня пел Сергей Пилипецкий 2 арии живой, и потом видео показывал. То есть я сделала 4-плановый ряд лекций, чтобы они увидели, насколько это живое дело много. И сказала, вот что, допустим, когда вы поедете в какую-то ту или иную страну, я очень рекомендую заранее себе забронировать билет в опере или в балете. Почему? Потому что оперные театры – это шедевры архитектуры, они в центре города находятся, это памятники ЮНЕСКО, и внутри там очень красиво. И когда вы пойдете в театр, вам обязательно захочется купить сумочку, платьице, вас это стимулирует лучше выглядеть. Нельзя пойти вот так это. Ну, может, кроссовочки оставите, если вы там долго ходите, а лучше имейте хорошую обувь. Но вас это стимулирует, и вас лучше выглядеть, и смотреть прекрасно. Это вас стимулирует двигаться. И плюс, говорю, посмотреть какие-то архитектурные сооружения. Тогда вы будете о стране иметь еще лучшее представление, в которой вы находитесь. Надо над собой в этом плане работать. Кстати, вот вы сказали про платье, про сумочку, да, это очень хороший повод выгулять новые наряды или приобрести Конечно, бусики, новые бриллиантики, наряды. а как же, ну. Вот. Но в последнее время все реже уделяет этому внимание. Мне как-то сказала, вот я говорила, что у меня подруги, да, есть театралки такие, и они сказали мне, я запомнила, что обязательно нужно готовиться внешне к походу в театр, и тем более в оперу, потому что тем самым, как ты выглядишь, ты показываешь свое уважение к актерам. Конечно. Скажите, на самом деле вы общаетесь за кулисами с актерами, они обсуждают потом, как выглядел их зритель, или они не придают этого значения, это не так, это миф? Придают. Им своим надо хорошо выглядеть и в жизни, и на сцене, и очень хорошо выглядеть. И им очень важно, если публика готовится, если публика воспринимает. Вообще-то вот настроение публики актеры, артисты и певцы очень чувствуют. Мы были как-то с музыковедом Ириной Мартынюк в театре оперном, стояли на ступеньках и увидели одного красавца, он притащился в оперу в шортах летом. И Ира подошла к нему и говорит, вот ты ничего, кроме и в сланцах. Говорит, ты в доме ничего больше не имеешь, да, кроме шорт и шланцев, ты не мог переодеться. Это ударяет не только по певцам, и по нам. Ну, ты можешь одеться скромно, во все черное, но один все-таки какой-то подавающий наряд. Себя надо к этому подготовить. А насчет сумочки и все, вот, допустим, в Билане Ласкала, да там же рядом прекрасный магазин, там площадь Дуома. Там очень грамотно сделана, кстати, структура оперных театров. Там рядом, как правило, с ними хорошее кафе, хорошие магазины, хорошие музеи. Это работает очень хорошо, как эстетически, но это и трясет ваш кошелек замечательно. Это хорошо и для туризма, но вам же все равно приятно. А я с этой сумочкой был на премьере или была на премьере в Ласкало. Понимаете, вы же себя чувствуете человеком. Ну, я знаю, что в Ласкало дамы вообще-то за год готовятся, особенно у них вот когда начинается сезон, они к сезону вообще готовятся за год, как они будут выглядеть. Ну вот, да, конечно, потому что это, вы знаете как, Ласкало вообще создавалось, так Стендаль писала Ласкало, что это как дворец мод. Там на наряды и на сцене, и кто ходил, тратились огромные деньги. Туда выходили наиболее дорого и модно одетые дамы. И они перед друг другом соревновались. Да, это был такой очень модный поход в театр. Там и до сих пор очень дорогие выходы на премьеры и очень дорогие билеты. Чуть ли не самые дорогие билеты, до 3000 евро за один билет. Вы понимаете, что да, человек с дешевой машины не выйдет. Я видела вход на одну премьеру, пока просто проход.
какие дорогие машины останавливаются, они ходят на каблуках, в мехах. Да, так вот, особенно выход премьеры, потому что вот это 7 декабря у них идет главная премьера года, обязательно идет богатая публика. Более того, я смотрела недавно, вы на Волоскало-то очень много даже итальянцев найдете. Там туристов очень много. И скупают дорогие билеты. И по несколько вечеров там находятся. Представляете, какие деньги люди тратят? И гостиницы, и магазины, и одеться, и послушать все эти оперы. Люди не жалеют на это средства, потому что это огромное впечатление. И рядом должны быть... Дело не в том, что это должно быть... На сегодняшний день люди не одеваются шикарно именно. Я посмотрела, наряды скромные, но дорогие. Ты должен выглядеть прилично, не ниже какого-то уровня. Совсем не обязательно. Прям уж шик. Как живет опера в эпоху зрелищных кино и сериалов? Ну, это я уже пробовала вам сказать. Неплохо живет. Она от них выхватывает лучше и себе принимает опыт замечательно. Нормально, мне кажется, живет она вполне такая же зрелищная. Методику, кинометодику очень оперы хорошо освоили. Вот опера – это все-таки музыкально-драматический жанр, и искусство в целом очень любит развиваться на почве драмы, особенно наша классическая литература. Не кажется ли вам, что драматические жанры не пользуются популярностью сегодня из-за того, что в реальной жизни слишком много происходит плохих событий, как в локальном, так и в мировом масштабе? Нет, не кажется. Мне кажется, все-таки искусство людей вырывает из этой мрачной действительности и помогает выйти из нее, из стресса. Потому что искусство все-таки оно обладает... Ну, что происходит в драмах? Все-таки там происходит некий процесс. Драма же не обязательно кончается трагически, а там и какие-то моральные выводы происходят. Есть спектакли, в которых и много приятных еще, побеждает любовь. Даже возьмем ту же Ромео и Джульетту, они погибают, но мирятся семьи. Это же просто какой-то урок, чтобы люди действительно более чутко относились друг к другу. Мне кажется, искусство должно сейчас быть более чутким. Сейчас даже есть такое направление новой искренности, упрощенно, чуть, что в людях вот гуманистичность воспитывать в эти действительно времена, где кто только с кем не воюет. Вот искусство все-таки направлено на это, и это есть. Драма не губит в человеке человека, нет. Нет, наоборот, воспитывает. Но, понимаете, если я скажу человеку, ну, будь хорошим, не делай плохого, он же таким не будет. Она отражает человека как есть, но пройдя через это, человек понимает, что надо быть гуманистичным. Он понес потери, он не хочет дальше их нести. Я думаю, так, там надо делать для себя выводы. Вы поэтесса, член Союза композиторов и музыковедов Молдовы. Можете объяснить, чем занимается Союз и как он помогает вам в вашей работе? Ну, поэтесса, я член Союза Ассоциации русских писателей. Это немножко другой, я 2 союзов. А Союз композиторов и музыковедов – это вот по моей прямой специальности, это музыкальный союз. Очень помогает. Они мне премии дают, они мне индемнизацию платят финансово, они мне очень помогают. Вот, это мои друзья. Союз у нас очень небольшой и очень дружный, и очень хорошие люди в Союзе композиторов и музыковедов. Это моя любовь уже где-то, наверное, четверть века. А Ассоциация русских писателей – это вторая моя, как бы, недавно я вошла. Я слышу, что они пишут, я читаю, что я новое придумаю. Просто я хочу знать, какой опыт есть у современной литературы. Ну, общаться с живыми писателями тоже надо. Самой-то для кого? Для себя писать будешь. Вот, поэтому больше, наверное, пользы от Союза композиторов и музыковедов, но нужно знать, что делают коллеги. Оба союза полезны очень. Елена Степановна, вы часто проводите лекции, популяризируете оперу, другие музыкальные жанры в живом разговорном формате. Вот расскажите подробнее о ваших лекциях. Ну, лекции у меня были в этом году, в марте. В основном я читала небольшие лекции в рамках, есть такая гостиная лиги музыкально-поэтическая, это по просьбе библиотеки Ломоносовки. Они меня очень попросили. И я рассказываю о разных композиторах, кратко, где-то минут на 15. Там и музыка звучит, стихи звучат, и я рассказываю о композиторах, вот, которые родились в тот или иной месяц. Стараюсь сделать это живо, оригинально, не так стандартно, как это может быть в учебнике. Но теперь у меня просто появилось время, и в марте я прочла лекцию из истории вальса. Рассказала, когда родился этот жанр, и, допустим,
вкратце скажу, что киновальсы – это, как правило, не романтичные, приятные танцевальные истории. Как раз вальсы в кино приводят часто к трагическим последствиям. Там, где звучит вальс, потом происходит дезиллюзия. И вначале люди влюбляются, а потом жизнь вот как-то разбивает их иллюзии. И вальс часто указывает на том, что произойдет трагедия. Вот вальс звучит у Ани Каренине, это все кончается плохо на балу. В вальсе звучит Доги в фильме «Мой ласковый нежный зверь». Великолепный вальс, но история заканчивается печально. То есть вальс – это прекрасная вещь, но не всегда он так безоблачен. Вот, ну просто это надо сейчас не буду он не всегда безоблачен или он зачастую по сценарию? По сценарию, да, потому что вальс, знаете, как он часто символизирует резкое, ну, вальс где бывает? На балу, да, вот в таких вот известных фильмах. И это такое происходит, это то же самое в «Войне и мире». Первый бал Наташи Ростовой. Ну, чем это закончилось? Она встретилась с Болконским, решила, вышла замуж, но в итоге фактически она ему чуть ли не изменяет, он погибает, она остается с первым Безуховым. Из этого не получается то, что вначале так романтически начинается. Вальс – это некий момент радости, обольщения первой реакции. А жизнь потом разворачивается, увы, не всегда так прекрасно. Допустим, ну, это во многих-многих сюжетах так. Вот. Это не значит, что вальс всегда о грустном. Нет. Но это вот в киноиндустрии это используется как такой вот переворот драматический. А где зародился вальс? Ну, он зародился в основном в Австрии. В Австрии был такой танец Лендлер, австрийский танец, из него он перешел в вальс. Это был танец в народных кабачках. Ну, вот в кабачках обычно это народный танец. А потом различные его услышали люди великосветские, перевели его в бальные салоны. А первый создатель большого количества вальсов – это Франц Шуберт, австрийский композитор. У него 300 вальсов. Потом, конечно, мы все знаем Иоганна Штрауса, мы знаем вальсы Чайковского, кто и Шопен прекрасный вальс сочинял. Я об этом всем рассказываю. Это надо просто посещать лекцию, может, когда-нибудь повторим. И тоже это очень интересная история, потому что, допустим, вальс, он не только вот драматически разворачивается, он вначале запрещался. Потому что люди прижимались вот близко друг к другу, танцевали, это вызывало какие-то подозрительные эротические эмоции. И даже какие-то вальсы полагалось в перчатках, чтобы люди не касались руками друг друга. Но все равно же там были декольте, все равно вальс соблазняет, потому что на вальс дамы приходили шикарно одеты, мужчины тоже. Это наилучший вид. И это, конечно, соблазн, эмоции никуда они как-то не одеваются, не деваются. Поэтому к вальсу относились очень по-разному. И были вальсы военные, ну, школьный вальс есть. Это очень, вальс является частью многих симфоний. Это очень многообразный жанр. Кстати, я вот ходила на танго какое-то время и нам изучала историю этого танца, естественно, и изначально этот танец был танцем аргентинских девушек легкого поведения, так скажем, Ну, потому что конечно. это был портовый город, Эротичный. да, и там моряки должны были там свою клиентку, так скажем, в танце, да, понять, подходит она ему или нет, но буквально через 100 лет танго стал элитарным танцем, и он уже танцевался только аристократией, девушек, которые воспитывались дома, да, то есть высокосветских, уже обязательно взращивали, и они знали, да, до выхода в замуж или в свет, они уже знали, как танцевать этот танец. Мне кажется, у всех танцев такая история интересная. Роковая, интересная, да. Да, вы знаете, я вот с вами общаюсь, Елена Степановна, и просто поражает, как вы окунаетесь в разные темы. Одновременно вы можете рассказывать о истории вальса, о феномене оперы в целом, об истории мюзикла. Тут возникает два вопроса. Как вообще вы можете держать эти все фамилии, названия в голове? И какая, на ваш взгляд, тема сейчас более актуальна? Ну, это зависит от лектора. Например, для меня вот сейчас, ну, я решила взять крупные музыкально-драматические темы. Ну, вальс просто был первой затравкой. Потом тема оперы, потом тема балета и тема, допустим, мюзикла. Это сложные темы. Эту лекцию надо готовить дня, ну, если не месяц. Сложно, потому что надо дать интересные, яркие моменты и обобщения. И да, держать в голове это все довольно сложно.
Вот. Но даже не в том дело. Все равно слушатель все фамилии не запомнит. Дело не в фамилиях. Надо дать такие яркие моменты, которые человека захватят. И вот их надо найти. Вот, заинтригуют. Лекция в драматическом искусстве – это тоже искусство. Тут надо уметь заинтересовать людей. Мне вот это интересно. Я же писала много статей, но когда пишешь статьи, Ниночка, то тебя не видят. А когда ты читаешь лекции, и приходит 40 человек, они тебя видят, они с тобой в контакте, они заводятся, им всем очень нравится. И я завожусь рядом с ними. Гораздо эмоционально, но очень зависит от эмоций. Я очень эмоционально отношусь к музыке, и людям нравится. Надо давать хорошие музыкальные фрагменты, живых исполнителей приглашать. И для людей это получается концерт, лекцию. Не сухой материал, конечно. А как держать в памяти? Ну, надо повторять, надо знать. Ну, я всегда интересуюсь просто всем. В апреле 25 года вы провели лекцию, которая была посвящена женщинам-композиторам. И хотелось бы уточнить у вас, вот почему вы выбрали именно эту тему и какие истории женщин наиболее тронули аудиторию. Это очень интересная тема. Почему взялась? Потому что есть такой искусствовед по живописи Людмила Куликова, и она делает очень интересные тоже лекции в библиотеке. И именно она инициатор лекции о женщинах-художницах. Такие лекции есть не только у нее. И о том, что женщины долгое время не выходили на первый план. Хоть были иной раз чуть ли не талантливые мужчин. В музыке получилось очень даже то же самое. Допустим, супруга Иоганна Себастьяна Баха, она считается, что часть произведения сочинила она. Но даже самого Баха не всегда считали композитором. Тем более женщине не позволялось свое имя ставить. И, как правило, многие жены композиторов отдавали свои произведения, и шли они под именем и фамилией мужа. Понимаете, они просто были перекрыты. Не положено было. И только уже к XIX веку появилась Клара Вик, жена Роберта Шумана, ее произведения уже стали с ней считаться как с автором. Она стала автором определенного построения концертных программ, но тоже она много музыки не смогла сочинить, потому что, извините, помимо того, что концертировала, кормила концертами семью, она еще должна была родить там 6 или 8 детей. Много. Их же надо как-то растить. Поэтому женщины как бы не могли становиться композитором в силу того, что их затирали, и в силу того, что, ну, и домашние заботы тоже. И мужчины им тоже не давали проявляться. Но я обязательно хочу сказать, что у меня лекция была посвящена и нашим молдавским композиторам, которых я видела, женщинам. Это Злата Моисеевна Ткач, она стала основоположником. У нас есть композитор Людмила Кисе, она сейчас живет в Америке. Валерия Барбас, великолепная девочка. Она работает на телевидении, делает передачи, делала на радио. Она композитор, она художник, она сочиняет стихи, она делает фильмы. Понимаете, ее остановить невозможно. Это просто мультимедийная, мультитворческая личность. Есть Лидия Чубук, она композитор и радиожурналист. Есть Валентина Рожковская, она пришла ко мне на лекцию, она педагог, композитор, сейчас учится в Америке. Чудесная есть Вероника Чубану, педагог, композитор. У меня есть подруга Снежана Пысларь, она педагог, композитор. И, кстати, у нее есть и прозаические произведения. А вот есть Марта Гынку, молодой композитор, она мультиинструменталистка, владеет 16 инструментами. Композитор, дочь Михая Гынку, бас-гитариста группы «Сдобших дуб». Талантлива до невозможности. Так что у нас очень сейчас, сейчас уже женщины эту блокаду прорвали и дружной толпой совершенно одновременно с мужчинами показывают себя блистательно. Много у нас женщин-композиторов сейчас, да. Да. Как вы относитесь к филармонии? Ну, я как отношусь? Мне очень жаль, что это произошло, такой казус. У меня папа же работал в филармонии 17 лет. Мы все музыканты выросли на филармонической музыке, привыкли к этому зданию. Я туда боюсь даже походить, в это помещение. Но филармония функционирует в Дворце Республики. Это был бывший дворец дружбы. Ну, понимаете, я так понимаю, что был вот министр культуры Продан, он хотел, там замысливались проекты, сделать, конструировать это здание, но все замолчалось. И он поставил срок где-то 30-е годы, что-то изменится. Не знаю, обещал ли что-то новый министр культуры, понятия не имею. Но мне кажется, этот вопрос сильно затормозился и вряд ли будет скоро решен.
как этот вопрос, да, я нашим телезрителям напомню, что в 2020 году в филармонии имени Сергея Лункевича здание сгорело, там был большой пожар, и вот Да. на ваш взгляд, как этот пожар ударил вообще в целом по культурному развитию страны? Ну, пожар не сильно ударил, там просто ноты сгорели, определенные архивы, и акустика филармония была лучше, конечно, чем во Дворце Республики, потому что Дворец Республики, он такой, скорее, такой концертно-политическое явление, он скорее красивый, чем акустически подходящий. Но очень красивое здание. Филармония чисто зрительно не пострадала, но акустически лучше, чтобы залы были подготовлены к исполнению музыки. В дворцах звук звенит, он не совсем подходящий. Нет, ничего никто не проиграл. Просто филармония не очень удобно. Удобно иметь свое помещение. Вот. Но в такое кризисное время лично я слабо верю, что очень быстро восстановится. Это кто должен так вложиться или сколько человек, чтобы это восстановилось, я понятия не имею, честно. Я, честно, как человек практически мало верю, что это скоро произойдет. Задам немного вам философский вопрос, который касается не только музыки, но и, наверное, всех родов искусства. Насколько может искусство развиваться в бедных странах, где вот на первом месте стоит выживание в нищенских условиях? Ой, вот именно потому я и не могу открыто всех критиковать, потому что развивается оно-то, оно развивается. И очень много есть, вот я посмотрела в марте, столько концертных программ, фестиваль «Мерцешор». Все равно очень много всяких конструкций есть, но бедность, конечно, отражается, знаете, на чем? Вот, допустим, по этому же оперному театру многие хорошие специалисты из страны уезжают. И теряется общий уровень. Вот в советские времена денег было вроде немного, но не популярно было уезжать, и невозможно было уезжать солистом в другие страны. А сейчас, допустим, ребята, которые учатся в хореографическом училище, они сразу уезжают в другие страны. Потому что там они с несколькими нулями больше получают, чем здесь. А это тяжелое хореографическое искусство. Здесь у нас, знаете, что идут сложные оперы. Они получают хорошую школу, они поют. И как напоются, когда школа есть, раз и уезжают, потому что контрактов много. Но можно же, вот у нас есть, допустим, бас Алеша Батнарчук, который находится в труппе, и он выступает и в Германии, и в Амстердаме, и в Румынии, и где вы хотите, в Большом театре, где он только не пел. Он везде вписывается, но здесь он поет большие партии, а за рубежом не очень большие. Но он набирается опыта, извините, зарабатывает деньги. Вот поэтому сказывается потерей хороших кадров. А когда мы теряем кадры достойно, мы теряем уровень. Вот это А люди сказывается. в целом, вот если, например, беднота, уровень жизни, он влияет на их заинтересованность высоким? Может быть, и влияет. Может, некоторым даже приходится искусство бросать и зарабатывать другим способом. Может быть, и так. Да, есть и такие примеры. Я их знаю. Я сама знаю, что мне не всегда было с финансами хорошо. Ну, не знаю, как-то, знаете, по себе знаю, что если ты любишь свою профессию, веришь в нее, делаешь все, что можешь, в итоге каким-то образом складывается волшебное обстоятельство, и находится кто-то, кто помогает тебе все-таки заработать. Вот. Но это сложно, сложная задача. Это надо, как Бог даст, как дано. Вот, потому что если еще семья– это мужчина, надо изворачиваться как угодно. Вот. Но есть тут другое, знаете как, судьба артиста или художественного человека творческого, она его всегда искушает. И все великие композиторы были бедными в основном. Редко кто богатым. Тем не менее, они все равно писали. И, допустим, Рихард Вагнер, он когда он таки получил хорошую поддержку от короля Людвига в Баварии, он вообще был весь в долгах, его чуть не посадили. Еще с политиками ругался. Но каким-то образом пришел к трону король Людвиг, который сам его вызвал, все ему платил, построил ему отдельный театр и молился на него, я не знаю как. Такие случаи были в истории. Допустим, у Чайковского была Надежда фон Мек меценат, лесостроитель был у Скрябина, вдруг появился меценат. Знаете, как-то Бог милостив к этим творческим фантазерам, странным людям. И если это нужно судьбе, я в это верю, что-то происходит. И потом сейчас много сцен можно себя реализовать. Если ты хороший музыкант, а тем более, допустим, инструменталист или ты танцовщик, ты работу найдешь 100%, не здесь, а за границей. Там язык вообще не нужен. Чтобы играть и танцевать, язык не нужен. А чтобы петь надо, собственно, итальянский хорошо петь.
В основном немецкие языки. На русском оперы мало. И русский надо хорошо знать, и русскую оперу. Поэтому это судьба. Расскажите о ваших дальнейших творческих планах. К примеру, пройдет ли в апреле у вас литературная встреча или что-то интересное? Да, вы угадали. Я хотела еще делать в апреле лекцию о балете, но не знаю, успею. Сейчас Пасха, знаете, люди не все могут ходить. Но 22 апреля в библиотеке имени Ломоносова я решила провести литературную встречу вариаций короткого рассказа. И там будут, я надеюсь, участвовать члены Ассоциации русских писателей, я тоже, потому что в январе я написала очень много рассказиков на тему веселой гофманиады. Почему-то я очень люблю Гофмана, его биографию, потому что он тоже был такой, как я, полумузыкант, полуписатель. Понимаете, он всю жизнь хотел быть композитором, а стал писателем. Понимаете, у него так получилось, и у меня так получилось. Вот, и мы с ним подружились в этих рассказах. Он у меня там тоже бегает, хулиганит, и кто у меня там только не бегает, расфантазировался. Очень веселая, интересная, фантасмагорическая история. Вот я нашла себе друга. Вот. И я хочу, чтобы другие мои коллеги тоже почитали, потому что не все могут. У нас есть в ассоциации встречи, но не по субботам, воскресеньям, но не все могут приезжать в субботу, воскресенье в Кишинев, а приедут гости из Бендеры, а в середине недели люди могут. И мы почитаем. Я почитаю свои новые, но я хочу, чтобы другие тоже читали, чтобы люди понимали, что они нужны своими рассказами, что мы хотим друг друга слышать. Вот поэтому 22 апреля в 15 часов Ломоносовка. Угу. Очень интересно, запомним, но вот хотелось бы узнать, к вам на встречи люди могут приходить, которые вообще не разбираются в теме? Все или только те, кто заинтересован в данной тематике? Нет, 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 все, все. Хотя, скажу вам, Ниночка, трудно читать. Вот об опере мне было очень трудно читать, потому что справа у меня сидели филологи, искусствоведы, слева музыканты, а посередине нормальные люди, публика, которая ничего не знает. Вот как им всем рассказывать про оперу, когда многие, кто-то знает, допустим, ну, филологи, искусствоведы, не все, кстати, знают об опере все, что надо. И вот мне пришлось там, как говорится, танцевать на горячих углях, изворачиваться, и одновременно поворачивать тему, чтобы она была и популярной, и все-таки не банально высказанной. Да, это трудновато, но я обязана на всех читать. Но я же привыкла уже в прессе на всех работать. Вот, поэтому Какой надо... совет, может быть, какую-то литературу вы порекомендуете, может быть, какие-то отдельные советы вы дадите людям, кто только начинает знакомиться с оперой, балетом, мюзиклом и прочими музыкальными жанрами? Ну, во-первых, зайдите ко мне на страницу в Фейсбуке. Это первое. Мгм. Я почти все время выставляю. Меня, ну, я человек такой намагниченный на эти темы. Потом, что я сделала? Еще во времена ковида я подписалась на все мировые театры в Фейсбуке, и премьеры там видны хотя бы в виде трейлеров. Примерные постановки, интересные. Я же не их выставляю. Они у меня все равно уже по ленте все идут. Театры прекрасно это делают. Они умеют свои живописные моменты подчеркнуть. Но чтобы себя подготовить, если человек ни к чему не был готов, во-первых, действительно надо почитать историю оперы, прийти на лекцию. Ну, читать нужно, немножко себя готовить предварительно, потому что, ну, допустим, если маленький ребенок, я видела, в театре шел на оперу, он ее пугался. А когда они смотрят детский балет «Белоснежка и 7 гномов», они прыгают и танцуют. Дети не все воспринимают. Им надо дорасти. Так иногда это и взрослые люди, которые знают, что опера хорошо. Как вы говорите, громко, шумно, много двигаются. Не всем это нравится. Себя к этому надо готовить, и человека, я вот, это и есть моя цель, показать, что в опере есть для всех интересные вещи, есть интересные моменты, и выбрать, выбор сумасшедший. Просто надо знать, что человеку выбрать. А он пусть смотрит на меня, пусть подпишется на театры, и что его зацепит, пусть дальше об этом читает. Все в интернете есть. Что вам понравилось, поинтересуйтесь, кто композитор, кто исполнитель, в состоянии ли вы купить билет, или вы можете пойти только на вы, в смысле, вот есть такие, знаете, по Венской опере, по Парижской опере люди приезжают, могут пойти только как на туристический поход в эту оперу, а билет не в состоянии купить, или этих билетов может и не быть, потому что премьеры скупаются очень сильно. А потом все-таки посмотреть трейлеры, способов познать сейчас очень много. Но себя не надо от этой зоны отрезать. Да я не знаю, да я не могу. Можешь потихонечку, все-таки заинтересовался, а ты загляни. Заинтересовался, а ты загляни. Не надо себя сказать, да я не хочу, да я не могу. Да все могут. Потихоньку, потихоньку интересуйтесь. Ну, надо же куда-то сумочки выгуливать, ну, честное слово. Ну. Да. С каких лет, на ваш взгляд, ребенка можно уже знакомить с оперой?
Очень хороший вопрос, и мы в театре об этом переживали. Вы знаете, что в Киевской опере есть, в Киеве есть специальная опера для детей. И там киевские композиторы украинские пишут оперы специально для детей. У нас была опера, допустим, «Гадкий утенок». Это, по-моему, или киевский, или белорусский композитор написали там, я не помню, такой, она какое-то время шла, почему-то ее потом сняли, и пела Лилечка Шаламей, там очень хорошо этого «Гадкого утенка». Такая шикарная вещь, забавная. Она давно шла и вернулась. Нет опер для детей, к сожалению, у нас в Молдове. У нас есть балетики для детей. «Щелкунчик», «Белоснежка и 7 гномов», «Чиполлино». Шикарная вещь, рекомендую все это смотреть. Вот там, кстати, когда пишется на сайте оперы, там пишется, по-моему, для какого возраста. Это до какого возраста рекомендуют? 5 лет, 7 лет. Есть рамки, что и кому стоит смотреть. Вначале детям, я думаю, надо знать сказки. Потом деткам нужно смотреть балетики. Они довольно сложные, яркие. Привыкнуть к музыке, напевать что-то. А потом вы увидите по реакции ребенка, на какую оперу потом попробуйте повести. Но не удивляйтесь, если первую оперу, ну, может быть, и не воспримет. А может, кто-то очень воспримет. Это все непредсказуемо. Непредсказуемо. Но не надо сдаваться. Надо там вот в многих спектаклях там пироженку ему купите, увлеките тем, картиночки. Ну, есть разные способы, как ребенка заманить. Да, да, тяжеловесные оперные, конечно, ребенок не перенесет. Я вот читала лекцию детям из, по-моему, из лицея Дмитрия Кантемирта. Они вообще в оперу не ходили до 9-10 класса. Они не знают, что там идет. Они не знают, что хотя бы там есть Евгений Онегин и «Пиковая дама». Это русскоязычный лицей. Я говорю, это как? Вам надо знать. Я там сидела, им рассказывала, как, допустим, музыка русская вся была основана в основном в XIX веке на творчестве Пушкина. Ну, попыталась их приблизить к чему-то, да, вот. Ну, может быть, я что-то зараню. Ну, тут трудно сказать, Нина. Кого вы считаете гениями молдавской оперы? Ну, у нас сейчас один гений. Георгий Иванович Мустя. Ну, в свое время молдавская опера в 1956 году начиналась с оперы Грозована Гершфельда. Но эта опера была связана с таким советским содержанием героическим. Эти оперы не удерживаются. Были детские оперы «Златый ткач», которая говорила «Коза» и «Семеро козлят». У него был балет «Андрееш». Чудесные вещи, они не идут у нас почему-то в театре. Молдавские, да, оперы. Был балет «Перекресток» у Загорского. Был у Лазарева балет «Антония и Клеопатра», который ставили в Большом театре. Шикарная вещь, не возблагается. Был балет «Лучафрова», которым все знают, у Евгения Доги. Его возобновляли. Вначале ставил Эмиль Латяну фильм, балет. Потом возобновляли, опять не удержал. Сейчас у нас только может появиться Александру Лупушняну опера «Георгий Мустий». И есть версия Штефан Челмари. Вот год назад он показал ее в аудиоверсии с какими-то там видеорядами. Тоже не идет на сцене. К сожалению, национальная опера Молдовы национальную оперу не показывает. Потому что вот теперь вот то, что вы говорили, коммерческий вопрос. На эти оперы много людей, ну, нет, ходят, на Лопушняну ходят, но кассу они, как считает театр, не делают. Я не знаю, что верно в данном случае. Марией Лукьяновной Биешу вы были лично знакомы? Ну, была, но не очень близко. А какой вопрос с ней? Нет, хотелось бы узнать, может быть, все-таки она, ну, на взгляд простого обывателя, она все-таки была великой молдавской оперной Ну, певицей. конечно, конечно. Ну, это все знают. Она такая богиня оперы, примадонна, лицо номер один. Но она, Мария Лукьяновна, она от природы обладала очень хорошими связками голосовыми. Она училась и в Милане, и пела и в Большом театре. Ее хотели переманить и в Большой театр, и в Америку. Действительно великая певица. Ей в прошлом году исполнилось бы 90 лет. Вот. Она попала в хорошие, сейчас упрекаемые советские времена, когда ее, как говорится, сняли с трактора и привели в консерваторию, просто поняли, что безумно хороший голос, и начали учить. Она уже была взрослой девушкой, может, 19 ей было, даже не знаю, сколько точно, но молодая. Вот. И она потом начала сложнейшие оперы «Тоска» у нас на сцене, а победила тоже со сложнейшей оперой Чио-Чио-сан в Японии. Стала первой Чио-Чио-сан мира. Не, ну она, в общем-то, она жила музыкой, она много ей отдавала. Ну, действительно великая певица. В молодости вообще, как она пела, это с ума сойти.
Елена Степановна, спасибо вам огромное за интересную беседу. Я думаю, что мы еще с вами не раз встретимся в рамках наших эфиров, дорогие друзья. Я напомню, что в эфире была программа «Большая игра». Сегодня у нас в гостях была поэтесса, член Союза композиторов и музыковедов Молдовы Елена Узун. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь вместе с ГРТ.